بسم الله الرحمن الرحيم. Следующий аят в Коране, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит нам: «Идфа биллати хия ахсан, фа иза аллази байнака ва байнаху адава кааннаху валиюн хамим». Отвечай тем, что лучше, и тогда тот между тобой и между кем есть вражда, он будет тебе валиюн хамим, близким, доброжелательным человеком он будет, милосердным. Посмотрите, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля велит нам, как мы сказали в начале баяна, то, что когда человеку делает добро, и вы отвечаете добром, это справедливо, да. Но что называется собр, терпение? Что называют именно прощение, уметь прощать? Тогда, когда к вам несправедливо относятся, когда делает вам зулм, вот именно тогда терпеть, во-первых, во-вторых, уметь прощать, а потом, если это вам по силу, то делать добро этому человеку. Вот тогда, посмотрите, как в этом аяте сказано: «Идфа биллати хия ахсан». Вам сделали какое-либо отношение, любое отношение, то отвечайте тем, что лучше этого. Тогда даже ваш враг, который желает вашей смерти, вашей неудачи, он будет для вас близким, любящим человеком. «Ома юнаккаха илля аллазина сабару». Но, увы, посмотрите, достигнет этого лишь те, кто терпелив. Кто терпелив, тот достигнет до этого. «Ома юнаккаха илля сабиру, илля зу хаззин азим». И достигнут до этого лишь обладатели великого блага. Лишь обладатели великого блага. Посмотрите, если мы посмотрим в историю ислама, в начале ислама к нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям приходил ангел Джибриль алейхиссалям, который обычно приходил в облике Дихья Кальби, радиаллаху анху. Это был очень красивый сподвижник, хорошее телосложение и харизматичный. В его облике обычно приходил ангел Джибриль алейхиссалям к нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Ученые говорят, это было 4 или 5 раз. И однажды, когда он пришел к нашему пророку саллаллаху алейхи вассалям, он спросил: «Ахбирни ан ислам, ахбирни ан иман». О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, поведай мне об исламе, о вере. Расскажи мне, что такое вера, что такое ислам. На что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ответил. То есть он сказал: вера — это твое свидетельство в Аллаха Субхану ва Тааля, что нет Бога достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям раб и посланник его. И так он сказал, об исламе рассказал, то есть 5 столпов ислама: намаз, орзо, закат, хадж. Этот же вопрос уже в конце ислама, иначе говоря, перед кончиной нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, задает некий сподвижник по имени Амр ибн Абаса. Амр ибн Абаса. Он также задает тот же вопрос: о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, скажи мне, что такое вера и иман? Что такое ислам? На что наш любимый пророк отвечает: ас-сабру ос-самаха. Ас-сабру ос-самаха. Ислам, вера — это терпение и уметь прощать. Терпение и уметь прощать. Дорогие братья, так посмотрим на итог. Чем начинается ислам? Ислам начинается поклонением. Альхамдулилля, мы все приходим в мечеть, совершаем 5-кратный намаз. У кого нет возможности или его иман не дошел до этого, совершает пятничную молитву. Ислам этим и начинается. Посмотрите, в начале ислама наш пророк саллаллаху алейхи вассалям
так и сказал. Он велел, разъяснил, что ислам это 5 столпов. Вера. Но что же является вершиной ислама? Неужели мы не хотим дойти до этой вершины ислама? Либо оставаться на той степени? Скажите мне. С этого хадиса, с этой истории ученые говорят. Один и тот же вопрос задает 2 сподвижника в разное время. Вначале пророк сказал 5 столпов ислама. Но как он ответил в конце? В конце он сказал то, что ислам и вера – это терпение и уметь прощать. Ас-сабр ва-самаха. То есть, братья, давайте мы не будем оставаться на своей степени имана. Да, мы начали поклоняться Аллаху Субхану Тааля, делайте ибадат. Но да, это лишь начало. Это лишь начало. Если человек, который только-только учится буквами арабского языка, например, скажем, он так и будет этими арабскими буквами ходить, то он никогда не научится читать Коран. Ему нужно расти. Нужно добавлять 2 буквы, 3 буквы, потом харакаты читать, знать правила, учить правила, таджвид, и тогда он дойдет до чтения Корана. Он будет читать больше и больше. Чем больше читать, тем он будет быстрее читать, и чем будет без ошибок. Точно так же. Братья, мы сегодня начали читать праздничную молитву, да? Айт намаз. Завтра мы начали джума намаз читать. Потом мы начали выставить 5-кратный намаз. Альхамдулилля. Но давайте не останавливаться на этом. Ведь вера, она не заканчивается этим. Вера только начинается поклонением. А ее вершина – это что? Это терпение. То есть ахлак – это хороший нрав. Вот именно из-за этого наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Иннама бу'исту леутаммима макарим аль-ахлак». Поистине я послан, чтобы довести до совершенства макарим аль-ахлак, вершины хорошего нрава. Этот хороший нрав в каждом из нас есть. В одном хадисе сказано, что Аллах разделил красоту, риск между всеми своими рабами. И также Он разделил что? Ахляк, поведение, хороший нрав. Кому дарован хороший нрав, тот человек обладатель великого блага. А кто лишился этого, тому нужно стремиться, братья. Посредством ислама, да, у нас разных характер. Ведь мы созданы из разных. Получается, посмотрите, Аллах Субтитры, когда создал Адама алейхиссаляма, Он создал, ученые говорят, из 60 видов земли. 60 видов земли. Там и песок есть, и камни есть, и глина есть. Плодородная земля, неплодородная земля. И точно так же люди, община Адама алейхиссаляма, она вся вот эта община до судного дня делится на 60 видов поведения. На 60 видов нрава. Каждый из нас обладатель этого нрава. Но что нам нужно делать? Нам нужно улучшать этот нрав. Чем больше мы улучшаем, тем больше мы приближаемся к Аллаху Субхану Тааля. В одном хадисе сказано то, что в судный день наилучшим деянием перед Всевышним Аллахом Тааля, то есть деяние, которое имеет вес такой, весомое деяние, это будет хороший нрав. Хороший нрав. Посмотрите, это легкие слова. Этот ахлак, риск, данный от Аллаха Субхану Тааля, есть он у каждого. Но посредством ислама, посредством имана, что мы можем делать? Мы можем усовершенствовать этот свой нрав. Научимся держать свой язык. Научимся терпеть. Научимся прощать. Если у нас будут эти 2 качества, которые сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, ас-сабр ва-самаха, терпение и уметь прощать, то мы, люди, они со своими супругами будут жить вечно. То есть они не будут ругаться, потому что он умеет терпеть, жена умеет терпеть, муж умеет терпеть.
и умеет прощать также. Всякое бывает, мы же ведь люди, правильно? Иногда бывает, какое-нибудь плохое слово скажешь, обидишь кого-то, какое-нибудь плохое деяние сделаешь. Но уметь прощать это тоже великое благо. Если у нас будет ас-сабр самаха, терпение и уметь прощать, ваши друзья, вы будете вечными друзьями. Соседи, вечными соседями будете. Родители, дети, с кем бы вы ни работали, с кем бы вы ни общались, ваши отношения будут вечными. Если у вас есть эти два качества. Ас-сабр самаха. Терпение и уметь прощать. Вот именно этого сегодня мы, братья, именно мусульмане, лишаемся. Уже лишились и не можем приобрести. Сегодня пути, которые ведут в джаннат, их очень много. Очень много этих путей. И эти все пути, они они все забиты, да? Полны людьми. Дорога намаза, она полна людей. Есть люди, которые выстаивают ночные молитвы, вообще не спят. Каждый день совершают 5-кратный намаз, помимо этого они совершают добровольные молитвы. То есть мы не сможем дойти по этому путю. Есть люди, которые постоянно постятся. То есть дорога сиям, поста, она тоже забита. Дорога хаджа, дорога умры. Те, кто совершает каждый год хадж, каждый год или в год несколько раз умру совершает. Тот, кто дает садака, то есть на пути Аллаха Субхану Тааля, жертвует, да? Тем самым он зарабатывает что? Милостивый Аллах. Эта дорога, она тоже забита. Полна людьми именно. Но посмотрите, то есть все столбы ислама, какой бы столб ни был, этот столб, он полон людьми. Но остается что? Остается один путь, кратчайший путь, который ведет к довольствию Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Очень короткий путь достижения рая, величия, довольствия Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И этот путь до сих пор остается сам пустым. Лишь некоторые люди идут по этому пути. И этот путь показал кто? Нам показал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Этот путь посредством своего нрава, прекрасного нрава, вы можете за короткое время, очень быстро дойти до довольствия Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Посмотрите, чего мы лишились. Именно из-за этого наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе сказал: лучший из вас тот, чей нрав лучше. Чей нрав лучше. Лучший из вас тот, кто хорошо относится к своей семье. Пускай это будет мужчина или пускай это будет женщина. Кем бы он ни был, исправив свой нрав, до чего мы доходим, братья? Так давайте же подумаем, и мы не оставим эту проповедь просто так. Иншаллах, будем улучшать свой нрав. Чтобы это качество, она была у нас, у каждого человека. Посредством ислама, если у кого-то плохой характер, чтобы он исправлялся. А если кто-то обладатель хорошего нрава, чтобы он был прекрасный, еще лучше. Вот тогда, в судный день, мы будем самыми близкими людьми нашего достопочтенного пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Пускай Аллах Субхану Тааля даст нам возможность исправить свой нрав, найти довольствие Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Пускай Аллах Субхану Тааля наделит нас прекрасным нравом, таким нравом, которым обладал наш достопочтенный пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ахиру да'вана ани алхамдулиллахи раббил алямин. Субханакаллаху ва бихамдика.